Не скажешь, что на улице декабрь месяц. Снега нету, водоемы открыты. И эта тайга еще удивляет меня. Следы зайца. Свежие вон. Он еще не примерзло. Сегодня бегал. С утра или ночью. Вон как. Несколько дней уже тут торчит. Старый след, свежий след. Один есть зайчишка. Все-таки решил подняться по ручью. Сколько смогу. А там уже по навигатору уже. И остановился показать опять следы волка. Волчьи следы. Но определить, сколько их тут, один или два, не знаю. Походу он на юг пошли. Этот ручей большой. До конца все равно за короткий день не смогу дойти. На самом конце вот осенью мы ходили. На осенней охоте показывал. Обошли вот это болото, откуда идет этот ручей. Но тут не ходил ни разу возле этого ручья. И решил, пока пойду так. А там посмотрим, какие планы потом. К речке идти или к избе идти. Главное, наверное, лучше где ельник, там буду проходить. По сосняку там снег глубокий. Быстрее устанешь. Одни следы видим. Куницы тоже ходят. Заяц, волк, белки, горностай. Все в наших лесах в этом году есть. Обычно волка тоже гоняют оленей, лоси, а что-то их нету. Ни одного следа. Нигде пока ничего не видел. Второй день в пути. Сегодня 4 капкана еще насторожил. И завтра еще останется на другом берегу один путик. Так. Кресты. Где они? Где-то там на вершинках елки. Не видно их. Пешком более-менее, но на лыжах тут. Я точно не полезу зимой. Сейчас пройду, ознакомлюсь с этим местом на будущее. А на лыжах гиблое дело тут. Рябчик где-то взлетел. Сейчас снимаю, если получится. Из-под дерева сразу моментально он сел. Вот куда-то туда. Где-то он тут. Не знаю, как вы видели, нет, но взлетел и улетел. Вон какой шикарный ручей тут. Мощный ручей. Опасный тоже. Все открыто.
И выдры, вон следы выдры. По ручью поднимается. По ручью, вон, черная смородина. Вкусный чай тут. Все красиво. Если выдры ходят, значит, для них корм есть. Они травой кормятся и рыбой. Так, ну, в принципе, тут перепрыгнуть можно. Но на тот берег не хочу. Там развилка ручья будет, вот так пойдет. И могу перепутать и по другому ручью пойду, а потом ни конца, ни краю там. А я лучше здесь, с правой стороны, потихоньку что смогу поднимусь. Просто интересно возле ручья или реки там. Где-то летает рябчик. Или все открыто. Это да. И кабми сейчас. Вон там рябчик летает этот. Короче, повторяюсь, фотографии можете посмотреть в Одноклассниках. Всю охоту, все походы выкладываю в Одноклассниках. Фотографии. Блин, трещит. Ну, лед обвис тут. Видно, заливало все. Присел отдохнуть. Также на березе сижу. Чтобы не закипел радиатор. Сейчас долью чая. Немножко вспотел. Короче, ребята, вышел на сосняк вот такой. Здесь вообще тяжело идти. Представляете, 20 сантиметров снега. И мох еще 15 сантиметров. Блин, как сказать, наступаешь на мох и проваливаешься. Короче, фигово идти. Сейчас загружается у меня навигатор. И, короче, я думаю, наверное, дальше пойду по навигатору обратно к речке. Если я здесь буду идти до просеки, это расстояние сумасшедшее расстояние. Дофига, оказывается, тут участок большой. Развилка уже у ручья была, там сейчас уже узкий ручей поднимается. Но идет по сосновому лесу. Это не выход для меня. Я быстро устану и мало где, что я пройду. Уже время. Так, а время сколько? 9:44 уже время. 10 часов. Еще час пути, и я должен уже обратно возвратиться. Потому что до 11, максимум до 12. Потом 4 часа обратно. 4 вечера, если там уже под фонариком надо, придется опять идти. Но тут тоже не выход. Да, я не туда пошел. Так, тудым. Ой-ой-ой, как далеко. Так. Если обратно к речке, тудым. Да, ребята, сейчас, наверное, я махну обратно к речке по навигатору. Пришел оттуда, я пойду вот так. Примерно 2 ручья придется мне перейти. И по речке обратно спущусь. Там ельник и легче идти. А здесь снег глубокий оказалось. Здесь уже лыжи нужны. Ладно, сейчас пью чай и дальше иду. Обратно к речке пойду, наверное, думаю. Опа. Возвращаюсь к речке, и вот такая картина. Короче, это походу след лося. Вон. Как-то с большими шагами, короче, он бежит там туда. И вот параллельно, ребята, следы волка.
Это значит волк гонит лося. Или, ну да, лось. Потому что шаги охренеть большие. Шаги очень большие. И если у оленя то в такое расстояние он перепрыгивает, рысью бежит. А это просто шаги. Но быстрые шаги у него. Здесь прямо вот видно, что 4 перепрыгнул. Вот сюда вот так. Раз прыжок, второй. Вот сюда 4 ноги тут. Копыта. Короче, в ту сторону они побежали. И гонит волк. Вот такие дела. Вон, именно по следу, лосиному следу идет волк. Или как? Так, ну тут ельники, более-менее легче идти. Хорошо я, что обратно пошел. Ну, пойду выйду к речке, там поснимаю. Иду с южной стороны, вон мои следы. А вот ручей. Я, короче, чуть повыше перешел ручей. И поймал просеку. Вот тут просека. Идет строго на север. Где-то с полкилометра, наверное, еще пойду по этой просеке, может. И спущусь к речке. Иду потею, блин. Начал уже спешить, я не знаю почему. Но это нехорошо. Навигатор показывает эту просеку, и несовпадение 28 метров. Короче, так получается. Кто в этом виноват там? Или карта такая, или спутник сегодня. На спутнике бухают. Не знаю что. Но самое главное, что я нашел эту просеку. Ну, не столь она важная. Все равно время не так много бродить по тайге, но сейчас примерно буду идти. О, как красиво. Это зимняя тайга. Зимняя тайга, ребят. Короче, я и подзабыл, о чем я говорил. Все, из головы вылетело. Самое главное, ручей перешли. Вторая задача нам еще перейти речку. Если это возможно где-то. Так. Блин. Там вообще перевалено все. Хреново. На лыжах сейчас. На лыжах никуда. Вот смотрите, какие бугорки. Вот валежники. Бугорок, валежник. Все гнутые деревья. Все тебя держит. И пока пешком самый хороший вариант бродить. И по ельнику в основном. По ельнику. По сосновому лесу. Снег глубокий, блин. Но там мох еще. Мох, и этот багульник. Снег на багульнике висит. Там вдвойне выше снега. Получается. Вообще ветра нету сегодня. Полный штиль. Даже вершинки сегодня не шатаются. Ну ничего. Побродим, походим. И на избу возвращаться. Завтра, ребята, я домой. Завтра еще заречьи капканы насторожить и немножко до обеда еще где-то, скажем, до 11 часов могу побродить. А дальше уже путь домой надо. Ну, домой это всегда дорога короче. Да и лыжня у нас готовая уже. Быстро прошагаем по готовой лыжне. Да по целику дольше. А лыжня-то ты не потеряешься. Только шагай. Хоть в ночи, хоть днем. Блин, без солнца как-то скучно.
О, видите, все однотонно такой лес. Ну вот не знаю, не представляю, как я спотел. Вот это хорошо, когда человек потеет. Очень даже хорошо. Все выходит. Ладно, сейчас вместо видеокамеры я буду держать навигатор, чтобы ровно идти к назначенной цели. А то сейчас там без солнца плутаешь лишние метры. Тишина, в общем. Полный штиль, лес отдыхает от всего. Пение птиц только слышны листы, и дятел еще стучит. А здесь, в этой местности, как ни странно, меньше следов у куницы. В южной стороне больше. В южной, юго-западной стороны. С восточной стороны меньше. Сегодня, вот сколько я бродил, там две следа, наверное, только видел. Вчера очень много даже видел. Может, проходные, не знаю. Вот так. Какой-то мелкий ручей видно. Она протекает, мне что на лед упал, вон. Толщина такая, блин. О как. Сантиметров 15. Видно, хорошо так заливало очень. Свой страх и риск как иду. Непонятно, что там ждет. Лед, не лед там. Может, какой горячий источник, блин. Думаешь, лед там. Открыто все. На подходе уже к речке вон сосны крупные появляются. Не сосны, а березы. Это говорит о том, что... Ну, шесть сколько вон, смотри. Это говорит о том, что тут рядом где-то уже река. Ну и спотел, блядь. Пока шел по тайге этой бурломана. Надо посидеть и успокоиться. Тут тоже. Вон какие ямы. А вот река, ребят. Я думал, вон туда, там уйдет. Нет. Мы возле реки оказались уже. Фу. Ну да. Это уже река появляется на горизонте. Все открыто, блядь. Не знаю, где перейти потом. Буду подниматься еще выше. До первого валежника какого-нибудь. Смотрите, все открыто. Следов выдры нету. Значит, они ниже избы. Декабрь месяц. Все еще открыто. Но от силы там километр 2. 2 уже там много. Потому что до 12 часов еще поднимусь по речке и по другому берегу спущусь. А там хоть и ночь. Там напротив избы там у меня переход. Хороший, не надо думать, что от гибы проскочить этот лед. Или на середине открыто, или возле берега там. Вон, видели? Все открыто возле берега. Да. Большая вода была, когда лед стал. Упала где-то больше метра воды. Ладно, схожу, конечно, нехорошо тут бродить тоже.
Хоть сейчас возвращайся уже. Ну вот почему-то что-то меня тянет туда. Хочется еще побродить. Старенькие следы выдры. Это выдра ходила. Ага. Вдвоем, наверное, пробежали вон туда или туда. Под снегом уже следы. Ну, сейчас я тоже из такой гущи леса вышел. Кое-как. Скатился он оттуда. Они любят скатываться с горки вон. Не знаю, на заднице или на хвосте они как-то умудряются. Скользят. Ну, на животе может. Ой, блядь. Так. Что тут? Река тоже видно. Тут тоже река. Так. Вон возле берега, блядь, открыто. Переход не могу найти. Начинаю уже искать переход. Потому что организм уже, внутренний голос говорит, что я искал переходы и уже начал возвращаться. Потому что чуть-чуть уже чувствую усталость. Можно сказать, половина пути будет пройдена. Так. В принципе, лед есть. Но как там возле берега он лед висит. Это пугает меня. В одиночку тоже не хочется там ледяную ванну принимать. Прилично уже отошли от избы. В том ельнике мало снега. Хоть бы один поперек реки дерево где-нибудь лежало. Так, блин, даже открыто все. Хорошо. Очень нехорошо. Так, вон елка. Тут открыто все. Половина дерева. Так, с этой стороны надо как-то добраться. Ну и течение там. Место узкое и течение, наверное, большое. Короче, спустился. Вон лед висит. Но я увидел этот корягу и возле коряги, ну тут лед хороший. Белый лед. Мы на льду сейчас перейдем и дальше пойдем. Все, мы на большой земле. На нашем берегу. Сейчас поднимемся на берег и попьем чаек. Опа. Вот так. Так. Ну вот. Хорошо. Все, изгрызли лось
В прошлом году, наверное, даже старый след. Нет, надо где-нибудь сесть сейчас. Сесть и чай попить с хлебом, с колбасой. Немножко подостыть. Очень жарко. И пойду уже в обратную сторону, вниз по течению. Такой кружок сегодня получилось у меня. Так. Где бы сесть? Нормально. Вот здесь сяду, спокойно попью чай. Так. Вот так. Ствол опять забыл закрыть. Весь снегу. Короче, я пью чай, ребят. Отдыхаю. Самое главное, речку перешли. Остальное мы уже практически дома. Будем считать, здесь часа 3 еще ходьбы. Мы уже в обратную сторону избы, а там переход будет, как и говорил. Я уж покушал. Просто сейчас уже пью чай. Замечание мне сделали, что я спички с собой не таскаю. Исправляюсь, ребята. В принципе, спичка у меня всегда с собой, но чтобы видели спички всегда и в пакете, чтобы не отсырело. Осталось немножко хлеба на крайний случай. Ну, так, в принципе, мы уже в сторону избы сейчас. Не знаю, кто-то таким рюкзаком сейчас пользуется, нет. А я пользуюсь. Мешок буквально 50 грамм. Ну, с этим ремнем 100 грамм получается. 100 грамм мешок. Все влезает. Удобно. 25 килограммовый мешок это. Из-под песка. Сюда ровно влезает 12 тетеревых косачей под завязку. Вот так. 12 штук. Было дело, я когда стрелял. По 12, по десятками штук. А сейчас одного не подстрелишь. Их нету. И это не от стрельбы исчезло, а я не знаю от чего. В наших краях сейчас боровой дичи дефицит. А тогда по 200-300 штук на деревьях. Стреляй, бери, не хочу. В основном гоняли их с гладкоствольного оружия. Потом я купил север. Ну вот с севера, конечно, уже больше стал стрелять. 12 штук сюда влезало. Вот так. Ладно, сейчас пойдем дальше. Отдохнули, перекурили, поболтали, как всегда. И дальше в путь.